Друзья, мы продолжаем серию мастер-классов с Мархинской средней школы номер 2. Рядом со мной Таисия Гаврилевна Сергеева и Таисия Гаврилевна сегодня нам демонстрирует очередной мастер-класс, с которым вы в этой технике вы недавно говорите, работаете, да? Угу. Ага, как она называется, что мы будем делать? Эта техника называется органайзер. Вот, оно делается из любых картонных предметов, которые мы выбрасываем, сжигаем. Да? Вот коробочки вот. Чаще всего из-под Да. обуви, да? Из-под обуви различные. вот сегодня будем брать. Вот простая вот с крышкой сразу. Эта техника не так уж сложная. Каждая хозяйка, каждая девушка может сделать для себя, для дома, например. Вот. Это органайзер, значит, предназначен для мелких деталей. Например, у нас в ванной обычно бывает, да, немножко, скажем, женский бардак, да, вот. Шампуни, крема, то да сё, вот эти, все это слаживается сюда, в нашу коробку, например. Например, мелкие детали, одежда, например, да, это носочки, детские носочки, миллион носочек. Вот. Можно тоже сюда накладывать, вот. Сразу находишь, где носки, например, в торопях же начинаешь искать, например, какую-то одежду, да. Вот, а также косметика. Как же мы без косметики, например, да? Вот. И сразу находишь, где лежит твой любимый крем, лак, например. А не все разбросано, где попало, да? Где разбросано. Ну, например, я такие, например, сейчас хочу сделать для нашей поделки. Вот, потому что у меня очень много этих. И для вязания вот, спиц, например, да, крючки разной формы, разного размера, например. Да. И вот и обычно где-нибудь в шкафу я ложу, и я не могу найти, когда мне это нужно. Поэтому вот для себя хочу теперь сделать такую коробочку. Вот. Давайте. Значит, берется любая ткань. Да, вот. Ну, я взяла такие простые, некоторые на мастер-классах даже шелковые берут, блестящие, которые вот скользкие ткани, например, да, тоже можно из них сделать. Вот. Это ХБ, например, простой. Вот. Ткань идет, коробка у нас идет. Теперь у нас горячий пистолет. Сейчас очень популярная вещь для этого. Например, раньше мы моментом клеем пользовались, а теперь у нас вот это горячий пистолет. Да, необходимая вещь. Необходимая вещь, например, да. Вот, я включила. Ножницы. Так. Дальше мыло идет. Вот. Ну, сейчас мелкие продаются, но я как по привычке, наверное, да. Мыло не хочется выбрасывать, а я использую, вот когда вот выкройку делаю. Она очень хорошо рисует на тканях. Также тесьма, кружева у нас идут. Дальше у нас идет, ну, я потом расскажу это, аксессуары, да, вот, для украшения, которые они, да, например, даже можно взять, как его, на холодильник, вот, магнитики, да, их очень много, например. Весь холодильник, например, обклеен этими штуками. Ну, эти штуки можно украсить вот здесь, на крышке, например, да, чтобы они в ход пошли, например, пользу, скажем. Все, теперь мы сейчас сначала сделаем крышку. Так, я уже заранее начертила. Вот, мы берем и, значит, коробку ложим удобнее для себя, вот, ткань, середину, да, и мы ее, ткань, сгибаем сюда, вот, край, вот. Берем горячий пистолет, это очень удобная вещь. И прям на коробку. Сейчас, да, любой ребенок, если аккуратно пользоваться, и оно моментально склеивает и бумагу, и картон, даже дерево можно, наверное, но я не пробовала еще. Теперь берем мыло наше и основу прочертить, вот, чтобы узнать, где у нас коробка стоит. Вот. Здесь тоже можно прикрепить, чтобы она, коробка у нас не сдвинулась, например, да, вот, по краям Материала. Вот. Здесь, как говорится, пословица, 7 раз измерь,
Один раз отрежь. Здесь края здесь мы вырезаем. Вот. Так, и начинаем мы края клеить. И немножко нажимаем. Вот. Здесь вот отклеим. Это можно сразу убрать. Рабочий стол вообще должен быть чистым. Вот. Ничего лишнего не должно быть, только по работе. Ну, горячим клеем нужно работать аккуратнее, потому что состав очень горячим бывает, можно обожечься. Вот. Все. Край мы сделали, теперь вот этот край покажем. Мы здесь просто сгибаем под угол, вот, под 45 градусов. И вот здесь приклеиваем. Вот такой аккуратный уголочек должен быть. Когда работаем с клеем, я детям сильно не разрешаю, вот, только старшеклассницам, потому что дети есть дети. Да, они ну детям они под присмотром взрослых да. обязательно пользоваться горячим пистолетом. Да, они балуются, за ними глаз да глаз. Клеим уже немножко. Так, дальше. Ну, здесь у меня немножко ткани не хватает, но здесь можно придумать. Ну, у каждого человека есть свои фантазии, например, да? Вот. На ходу, обычно у меня бывает на ходу. Я даже не думаю заранее. Что-то делать, что-то закупать, например. Я сильно на дни рождения туда-сюда по магазинам бегаю, да, вот, что-то подарить. А вы сами? У меня такой проблемы нет. Вот, я сама вечером сажусь. Видите как? И что-то делаю. Утром уже у меня, например, вот эта коробка для подарка уже готова, например, да? Вот. Вот такая у нас коробочка получилась, крышечка. Вот. Очищаем от клея вот эти. Так. Дальше. Я вам даю вот эту крышку. Теперь вы здесь должны вот эти аксессуары расположить. Так, вот. хорошо. Как можно расположить? Там откройте, пожалуйста, там и ножницы есть. Вот эти аксессуаров очень много в магазине. Детская фантазия была, как говорится, да? Я к тому времени беру большую коробочку, нашу основную часть. Что я здесь делаю? Я сначала обклеиваю наружную часть. Да? Вот. Для этого беру то же самое, такую же ткань и начинаю приклеивать сюда. Для этого край мы утюгом, ну, согнули ткань, да, вот, и утюгом проглаживаем, чтобы этой бахромы не видно было. Вот. Дальше я беру горячий пистолет и по краю начинаю отклеивать. Дальше я
нас криво не получилось. Вот. Одна сторона. Теперь следующую боковину. Дальше. Я очень люблю этим клеем пользоваться. Быстро и удобно. Вот. Главное, оно не вредно для человека, например. Запах не имеет. Ну, я думаю, не только горячим клеем можно здесь работать, можно и ПВА клей. Вот. Кому как, какой материал нравится, например. ПВА клей тоже очень хорошо склеивается. Ну, как у вас? Ну, как-то вот так. Ну, вот эти тюки можно вот так. Ага. Дальше мы уже пришли к концу. Так, вот здесь вот эту часть можно и вырезать. Да? Давайте вырежем. Чтобы То есть вы сначала боковую часть, да, обклеили? да, боковую часть. Ну, здесь хорошие ножницы нужны. Вот. Острые. Теперь здесь уже можно и так. И вот эту край уже подогнуть и вот склеиваем. В таком порядке получается у нас. Все, вот эта верхняя часть у нас получится. Теперь мы должны сделать основу. Так. Основа она тоже можно по-разному. Некоторые здесь вырезают, да, по 90 градусов. И некоторые уже вот так, как хотим. Сначала Как упаковка подарка, да? Да. Похоже. Середину склеиваем. Вот. И вторую середину. Выпрямляем все это, расглаживаем. Потом уже горит. Раньше как-то коробку я делала такую, но я тут иголками шила вот эти соединения.
Это очень сложно было для меня. Можно и так. Можно вот треугольником сложить, да? Потом, и вот эту верхнюю часть уже треугольник. То же самое. Так получается. Пишу что-то. Хочу, наверное, и только работаю. Вот. После этого я такие заготовки сделала. Это то же самое, да, вот как мы коробку, крышку делали. Берем тонкую картон, любую, да, вот. Это у меня от мебели было. Картоны я не выкидываю. И постоянно вот вещи какие-то я не выкидываю, постоянно меня дети ругают. Мама опять мусор накопила на балконе. Это делается вот так. Для основы у нас вот она идет, да? Вот. Ну, давайте вот эту часть возьмем. Но обязательно, когда клеем работаете, обязательно ее под груз надо ложить. Вот клей нанесли, и вот здесь, на лицевой стороне и на изнаночной стороне, да, обязательно. Книг сейчас много. Если даже книг нету, значит учебники, да, свои вот, разложили, это на ночь остается. Тогда она ровно, идеально ровно получается. Вот. Обязательно на уроках я говорю детям тоже, вот когда работаете с клеем, обязательно вот эти некоторые нюансы вы должны знать. Вот. Потому что хорошая работа, утром встали, она вся как волна стала. Все, уже работа уже некачественная получается. Мы берем и эту часть мы сюда обклеиваем. Вот. Придерживаем, чтобы она схватилась. У нас основа будет. Вот такая основа. Но здесь, да, вот прощелина есть вот здесь. Ну, у нас в мануфактуре продаются всякие жгуты и блестящие, да, серебро. Я сегодня привезла серебро, например, да, или золотое, вот, шнуры. Вот ее, чтобы ее не видно было, вот здесь полностью обклеиваем. Здесь внизу. Так. Все, наша основа почти готова. Теперь у нас один пистолет. Так. А теперь внутреннюю часть. На внутреннюю часть тоже берем такой материал, он тонкий, погладистый. Да, вот, мы берем, опять же мы ее с краю теперь. Или контакт дальше. Только еще дальше. Я обычно стоя работаю. Сидя как-то у меня не получается. Неудобно, да? Неудобно, ага. Вот. Вот таким способом. Обклеиваем внутреннюю сторону. Да, картона. Вот обклеиваем, проглаживаем. Вот. Теперь бывают такие вопросы, вот, например, здесь коробку видно, да? Вот эту часть тоже можно тесьмой, например, да? Красивенько. Ну, широкой, да? Вот здесь обклеивать вот так, например. Тогда ее не видно будет этой коробки. Но мы сегодня этого не будем делать. Просто я вам рассказываю. А так-то, если сидеть, такую работу можно за час сделать. Не спеша, например. Хорошая идея. У меня очень много коробок, кстати, таких. Да. Еще коробки из-под конфет могут идти, сердцевидные, вот, да, обычные. Да, Или овальной формы, например. Я сегодня просто
прямоугольник сделать. У нас пистолет не хочет работать. Можно держать ее вот так, чтобы удобно было, да? Печь. Здесь закрываем, так, и здесь закрепляем. Вот так. Можно показать? Так, теперь опять я заготовку сделала. Вот это у нас нижняя часть будет коробки. Просто мы наносим тоже клеем вот, в некоторых местах. Так, и сверху просто мы ее накладываем. Здесь, конечно, тоже обязательно размер аккуратно линейкой чертим. Опять же урок черчения у нас. Вот такая коробочка получается. Да. Классно. Теперь мы можем украшать эту нашу коробочку вот таким образом. Можно поверх провести, да? Можно или посередине, или вот на нижней стороне. Вот, например, я вам покажу вот так. Да. Очень красиво. Очень даже. Так, теперь у вас, да? Давайте тогда мы украсим, да? Или можно этот обвести вот сюда на крышку. Да, например. действительно. Давайте на крышку сделаем. Хорошо? Теперь мы беремся за крышку. Мы берем каждую деталь, например, вот так. Я думала, может нам сделать вот эту матрешку. Вот, посмотрите, посередине. Давайте. Да? Вот. А то как-то оно расплывается, когда слишком много мелких деталей. Можем мы этого ангела. Это у меня елочная игрушка была. И почему-то в коробку она не вошла, осталась. Можем вот так. Да? Давайте ангела, да? Мы берем. Вот мы и закончили, например. Вот можно показать. крышечка вот такая у нас получилась. Красота. Теперь мы коробку берем и закрываем ее. Вот нашу коробочку. Вот. Так. Здесь очень много ткани, поэтому крышка у нас вот так получается. Ну, понятно же, да? Да. Вот такой органайзер. Можно Отлично. Да. для себя, для подарка, например. Если вы куда-то идете, например, да, можно на тему вот этой крышки по-другому можно. Да, вот. Некоторые любимой бабушки или любимой мамочки можно. Такие надписи сейчас делают, вот как это ангел, да. Вот в мастерских они такие надписи делают. Так что можно здесь свободно положить носки, да, вот, или свитер, или платьишко, например, или куклу, например. Не магазинную коробку. Магазинную коробку можно убрать, а самодельную вот так сделать, а куклу здесь положить. Да. И здесь открыточку, например, любимой моей племянницы. Так. Таисия Гавриловна, спасибо вам большое за полезный мастер-класс. Да? Я думаю, многие телезрители возьмут себе на заметку. Ну и вам спасибо, что также провели приятное и полезное для себя. Да. Спасибо. Еще увидимся, до новых встреч. Программу мы вам покажем.
До встречи на телеканале Якутия 24. До свидания.